Борьба с эпидемией гриппа в Пензенской области, реконструкция набережной Суры, тарифы на воду и отопление. Эти и другие вопросы обсудил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на большой пресс-конференции со средствами массовой информации региона. На фоне эпидемии гриппа стали ясно видны проблемы с записью на прием к врачам. Система электронной очереди, несмотря на свое удобство и доступность, не всегда дает оптимальный результат. Я недоволен сегодняшней электронной системой учета обращения граждан, которые обращаются в лечебные учреждения. Но вместе с тем мы сегодня должны с вами понимать, что это вот такой переход, который сегодня происходит. Это современные технологии, пока эта система до конца не отработана, есть много нареканий граждан. Эти нарекания, они особенно проявляется в период эпидемии гриппа. Завтра, к исходу дня, в поликлинике детских, где большой наплыв, увеличить количество телефонов, по которым люди могут дозвониться. Сложная ситуация в мировой экономике привела к урезанию бюджетов различного уровня. Во время общения с журналистами Иван Белозерцев подчеркнул, что антикризисные меры не затронут социальную сферу. Экономить на людях никто не собирается. Я знаю, чего мы не должны допустить. И я как губернатор, это социальная сфера, это отказ от тех программ, которые мы утвердили на законодательном собрании Пензенской области на 2016 год. Я считаю, что от этого мы отказываться не должны, и все социальные программы мы должны выполнить. Мы должны поддержать и пенсионера, и малообеспеченные семьи, и тех людей, которые в этом нуждаются. Экономика Пензенской области во многом зависит от инвесторов, в том числе и иностранных. В Тамалинском районе работает турецкая сельскохозяйственная компания. Журналистов интересовал вопрос, будут ли применяться санкции к этой организации. Иван Белозерцев объяснил, что ограничительные меры затронули туризм, торговлю и строительство, но не сельское хозяйство. Инвестор должен остаться. Наша задача заключается в том, чтобы инвестор больше вкладывал деньги в развитие своих компаний, в создание рабочих мест, в переработку. Это будет очень важно. Поэтому никаких санкций со стороны России, со стороны правительства Пензенской области, к турецкой компании, работающей на Тамалинской и не Тамалинской земле, их нет и пока не планируется. Во время беседы с губернатором журналисты затронули и вопросы жилищно-коммунальной сферы, систему оплаты водоснабжения, отопления и капитального ремонта. Жители большинства домов в области завели счета в банке, где аккумулируются средства на капитальный ремонт жилья. Представители СМИ спросили, влияет ли инфляция на эти деньги. Они лежат на счете, и мы их постоянно, эти деньги, ежемесячно практически используем. Потому что ремонт идет, подрядчики выполняют работу, объем работы, у регионального оператора их в сейфе нет, они лежат на счете в банке. Пресс-конференция длилась больше 2 часов. После того, как все вопросы были заданы, Иван Белозерцев наградил представителей СМИ почетными грамотами за многолетний добросовестный труд и мастерство в профессиональной деятельности. Ксения Тризна, Денис Дубицкий, телерадиокомпания «Заречный».